Не только сладкое и яркое, но и безвредное. Таким должно быть мороженое, которое выбирают покупатели, особенно если речь идет о юных поклонниках леденящего десерта. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание в составе охлаждающего лакомства на два важных момента. При выборе мороженого детям крайне нежелательно приобретать мороженое с содержанием растительных жиров. Вот, например, данное мороженое, да, мы видим. Здесь указано есть информация о том, что содержатся растительные масла. Также в составе мороженого бывает заменитель молочного жира. То есть такое мороженое нежелательно приобретать детям. В наших дошкольных учреждениях, организациях, то есть это школы, сады, детские больницы, вовсе запрещены продукты с растительными жирами. Это и молочная продукция, и то же самое мороженое. Поэтому такие продукты поставлять в детские учреждения категорически запрещено. То же самое касается всей молочной продукции. Со специалистом Роспотребнадзора мы изучили состав молока, кефира, сметаны, сливочного масла и йогурта различных марок, представленных на прилавках. В йогурте и молоке разных фирм растительных масел и заменителей молочного жира не обнаружили. А вот в кефире и сметане некоторых марок этого добра достаточно. Продукция и название, как правило, носит отличное. Не сметана, а молоко, содержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметана. Она не запрещена к употреблению, но специалисты рекомендуют, чтобы еда приносила пользу, а не вред, выбирать натуральные продукты. Ежемесячно сотрудники Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводят мониторинг всей пищевой продукции, которая представлена на прилавках республики. В течение каждого месяца мы производим отбор определенных продуктов, направляем в Ставропольский край на проведение лабораторных исследований. По результатам лабораторных исследований, если выявляется какое-то несоответствие, смотря какие показатели, то есть если это микробиологический показатель, то есть такие более серьезные, соответственно, мы проводим контрольно-надзорные мероприятия в отношении данного предпринимателя. Если такие незначительные показатели санитарно-химические, мы даем предостережение либо предписание. В лучшую сторону отмечают специалисты продукцию молокопроизводящего комбината Ингушетии. Местное молоко без нареканий проходит ежегодные проверки с проведением лабораторных исследований. Из такого сырья может получаться хорошее мороженое, пользующееся спросом. Кстати, охлаждающее лакомство в торговых точках сейчас действительно идет на расхват. Наша съемочная группа провела в магазине больше получаса и заметила, что большая часть покупателей направляется именно в сторону морозильных и холодильных камер с мороженым и прохладными напитками. Конечно, сейчас самый сезон для мороженого. Берут хорошо. Главное, чтобы мороженое было сливочное. Я вообще молочное не люблю, сливочное. И чтобы качественное было, чтобы, качественно понимаете, да, кореновское, там, московское мороженое, ессентукское хорошее, пятигорское хорошее бывает. Сегодня во всем мире чествуется самое любимое лакомство детства. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Праздник стал международным благодаря американским предпринимателям, открывшим кафе «Мороженое», которые устроили день бесплатного лакомства в честь годовщины своего бизнеса. В целом же история мороженого уходит своими корнями далеко в древность. В Китае еще 3000 лет назад подавали ягоды и фрукты со льдом, а позже смесь молока и льда. В России прохладительные лакомства на основе замороженного молока, творога, сметаны и других ингредиентов бытовали с 18 века. А неповторимое и незабываемое по вкусу советское мороженое выпускалось по отечественному ГОСТу, который считался самым жестким в мире. Оно не имело в составе ни одного консерванта, только натуральное молоко. Все виды этого лакомства выпускались тогда по единой технологии, поэтому вкус мороженого в любом городе Советского Союза был одинаковым. Сегодня, по оценкам специалистов, в мире ежегодно потребляется около 15 миллиардов литров мороженого. Самый популярный вкус – ванильный. В книгу рекордов Гиннесса занесено кафе в Венесуэле, которое предлагает своим клиентам 860 видов мороженого. Также интересный факт – профессиональные дегустаторы используют золотые ложки, так как этот металл не имеет вкуса и запаха. В день мороженого не забудьте побаловать себя порцией вкусного прохладного лакомства. Только важно помнить рекомендацию специалистов Роспотребнадзора – выбирать желательно без растительных жиров и заменителя молочного жира. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.